Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. С декабря прошлого года по поручению президента во всех субъектах России были созданы Центры управления регионами. По-простому, привычная аббревиатура звучит как ЦУР. Это единый пункт мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе тех обращений и данных, что поступают в ЦУР, формируют аналитические материалы, из которых можно составлять портрет социально-экономического состояния региона. Специалисты вырабатывают пути решения наболевших проблем и вносят предложения по дальнейшему развитию региона. Центр управления регионом Якутии в начале ноября исполнился 1 год. За это время сделано немало. Каких успехов удалось добиться за время работы в регионе, мы сегодня поговорим с руководителем Республиканского центра управления регионом Василием Десяткиным. Здравствуйте, Василий Романович. Кристина, здравствуйте. Год – это приличный срок, чтобы сделать выводы о проделанной работе и подвести итоги. Расскажите, каких успехов смог добиться Центр управления регионом? Коротко приведу две основные цифры. Если в 2020 году до открытия ЦУР мы имели в социальных сетях более 16 тысяч обращений жителей в адрес органов власти, то за неполный 2021 год эта цифра уже выросла в 4 с лишним раза. И сейчас по состоянию на сегодняшний день это порядка 63 тысяч обращений жителей в адрес органов власти. Соответственно, и уменьшилось среднее время ответа. Если до открытия ЦУР среднее время ответа составляло 4 часа, то сейчас время первичного ответа 2 часа 38 минут. А с какими проблемами чаще всего обращаются жители Якутии? Вот рискну предположить, что это чаще всего дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. И какой канал связи предпочитают? Вот это социальные сети или платформа госуслуги? Кристина, вы угадали, эти две темы входят в топ-5, но по понятным причинам, к сожалению, топ-1 у нас что прошлый год, что этот год – это коронавирус. Но в прошлом году граждане чаще спрашивали о лечении, о наличии койко-мест, о лекарствах от коронавируса. То сейчас топ возглавляет именно вопросы о вакцинации, о профилактике коронавируса и о QR-кодах, которые недавно введены по всей стране. Дальше второй темой, конечно же, идут вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Сюда также входят вопросы и по переселению из ветхого аварийного жилья. Это достаточно большой пласт вопросов. Дальше в топ-3 идут вопросы по дорогам. Как мы знаем, у нас активно строятся дороги, и, естественно, жители испытывают временные затруднения, но вместе с тем большой поток вопросов идет от жителей, когда их улицы или когда какой-то участок их интересующий будет отремонтирован. Соответственно, нужно отвечать на запросы жителей. Четвертая тема идет в топе вопросы социального обеспечения. Граждане чаще всего интересуются сроками выплат, социальных выплат, а их, мы знаем, у нас достаточно много, особенно введенных за последний год, ковидный год. Это и поддержка семей с детьми, многодетные семьи, пенсионеры. Ну и замыкает топ – это тема благоустройства. Она достаточно актуальна, учитывая, что у нас в республике реализуется несколько программ по благоустройству. Соответственно, жители чаще всего интересуются, когда будет благоустройство в их дворе или когда будет создано то или иное общественное пространство. А откуда чаще всего приходят сообщения? Наверняка жители Якутска – это более активные жители. И кто идет следом за столицей республики, то есть по обращениям? Да, ситуация. И еще вопрос, как обратиться с проблемой, кто живет в отдаленных районах Якутии? Ситуация следующая. То есть в пятерку наиболее активных населенных пунктов или муниципальных районов входят закономерно Нерюнгринский район, идет вслед за Якутском. Мы понимаем, что там живет достаточно большое, значительное количество жителей. Следом идет Алданский район, Ленский район. И, казалось бы, должен идти Мирнинский район, но нет. Замыкает топ-5 наиболее активных жителей в социальных сетях и в платформе обратной связи госуслуг. Это Алекминский район. То есть мы видим, можно проанализировать закономерность, как жители, насколько они удовлетворены работой органов власти на местах. Соответственно, мы видим и активность. А вместе с тем есть очень хороший положительный фактор. Как раз-таки жители отдаленных районов, северных районов, мы видим рост активности жителей по обращениям в органы власти. Это Аймиконский район в 3,5 раза рост,
и Булунский район рост в 3 раза. Да, понятно, что цифровые инструменты требуют хорошего, качественного интернета, и поэтому активность некоторых наших отдаленных районов пока остается не очень высокой. Но мы понимаем, что эта проблема решается, прокладывается ВОЛС, и, соответственно, у жителей появляется надежный канал связи для подачи обращений в органы власти. Ваша команда работает с аналитикой. Расскажите, какие данные подвергаются анализу чаще всего и кто потом может воспользоваться полученными данными? И, может быть, есть какой-то яркий пример? Да, действительно, я твердо убежден в том, что любые значимые решения, которые меняют жизнь наших жителей, должны приниматься только на основе анализа данных, изучив прежде всего, в том числе и мнение самих жителей. Так вот, наша аналитика, она чаще всего попадает, конечно же, главе республики Айсену Сергеевичу, который, рассмотрев, он может поручить тем или иным органам власти поменять процессы своей внутренней работы и перестроить так, чтобы ускорить сроки, допустим, ответа граждан, либо скорость решения проблем. В качестве примера я бы привел сейчас очень острую тему, это вопрос QR-кодов. Достаточно большое количество людей жалуются на то, что QR-коды к ним не приходят в установленные сроки. И, соответственно, они пишут жалобу на платформе обратной связи госуслуг. Мы изучили процессы Министерства здравоохранения, выяснилось, что вот это материальное стимулирование врачей, оно как бы не учитывает правильность и своевременность внесения. Да, врачи, можно сказать, ввиду очень большого объема иногда, к сожалению, могут допустить такие ошибки. Поэтому мы обратились в Минздрав с просьбой пересмотреть процедуру вот материального стимулирования, мотивации врачей и включить такой критерий, как правильность и своевременность внесения данных граждан в федеральные регистры переболевших и федеральный регистр вакцинированных. Мы надеемся, что в скором времени поток данных жалоб по данной категории уменьшится. Также Центр управления регионом проводит общественные голосования. Расскажите, какие именно они проходят и кто же все-таки принимает окончательное решение? Те жители, что голосовали, или все-таки власти? Да, на платформе обратной связи есть инструмент общественных голосований, причем спектр вопросов, которые можно выносить на голосование, он очень широкий. То есть это вплоть до администрация того или иного района или города может спросить своих жителей, как нам наименовать тот или иной сквер, или что построить, где построить. Да? Это самые яркие примеры. Вот сейчас, сегодня 7 муниципальных районов, они запустили на платформе обратной связи общественное голосование. То есть они хотят изучить мнение жителей своего района о том, что введенная система QR-кодов, она достаточна или нет. И я бы хотел, пользуясь случаем, призвать другие муниципальные районы активно включаться и использовать этот современный инструмент коммуникации с жителями, потому что это, в конце концов, влияет и на доверие к власти в районе. Знаю, что летом было голосование по смене автобусного маршрута в Якутске. Может ли получиться так, что якутяне проголосовали за перенос маршрута, а мэрия города такое решение не поддержала? Ну, теоретически, конечно, все возможно в нашей жизни, но я так думаю, что итоги летнего голосования, когда будет закрываться поэтапно проспект Ленина в связи с большой реконструкцией, я думаю, мэрия города как раз-таки это проработанные маршруты и выбранные, отобранные жителями как раз-таки приняла в работу. Активная работа ведется и в области медиа. ЦУР Якутии активно сотрудничает с программой «Якутия Лайв», которая выходит на нашем телеканале. Ваши специалисты находят самые интересные вопросы, которые затем Ирина Ефимова, ведущая программы, задает гостю. Какие еще проекты есть в области информирования? И расскажите про чат-бот о коронавирусе, который разработала и запустила также ваша команда. Наш чат-бот, он работает в мессенджере Telegram. И что его отличает от множества других чат-ботов? Там всегда можно найти актуальную информацию о пунктах вакцинации. Кроме того, есть такие интересные разделы, как фейки или наиболее распространенные мифы о вакцинации. Причем там, так сказать, разъяснение идет не просто вот мы решили так разъяснять, да, а с отсылкой к серьезным источникам. Вот. И, соответственно, мы сейчас введем еще раздел касаемо QR-кодов. То есть наиболее часто распространенные проблемы по QR-кодам, единый порядок, что, как должна проходить проверка QR-кодов. То есть вот все самое актуальное будет в нашем чат-боте.
Также, насколько мне известно, вы ведете активную работу по обучению специалистов органов исполнительной власти и муниципальных центров. Какой семинар вы бы назвали самым удачным? Я бы, если честно, не назвал бы какой-то, не выделил бы какой-то семинар отдельно самым-самым, потому что это, так сказать, дело не быстрое. Мы постепенно меняем культуру работы органов власти в интернете, да, с обратной связью. И наверняка многие жители, ну вот я лично отмечаю, что даже внешнее оформление, визуал и скорость реакции на те или иные запросы, которые граждане оставляют в соцсетях, она выросла. И, соответственно, вот наши семинары, они все-таки несут вот ту положительную роль, и мы продолжим обязательно эту работу. И мы хотим, конечной нашей целью является повысить тот самый стандарт работы органов власти в интернете. Буквально на днях было объявлено, что в Якутске будет открыт муниципальный центр управления. Расскажите, какие функции будут возложены на эту организацию и какую пользу получат от этого якутяне? Прежде всего, открытие муниципального центра управления города Якутска позволит повысить качество подготовки ответов на запросы жителей и скорость, а также скорость решения самих поставленных проблем жителями. Вот. Надо отметить, что город сформировал команду, мы обучили эту команду. Команда сформирована без увеличения числа муниципальных служащих, это тоже очень важный момент. И, соответственно, я думаю, с открытием муниципального центра управления город действительно начнет, повысит скорость и качество работы с запросами жителей на своей территории. Василий Романович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю дальнейших успехов в вашей работе. А я напоминаю, о работе Центра управления региона мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.